тебе еще раз продемонстрировать, как машины исчезают просто на глазах в тумане. Пока я тут катаюсь, вспомнил про одно дело, которое я все забываю сделать. Григорий Николаевич Неустроев, глава семьи Неустроевых, это мои друзья коневоды. Григорий Николаевич, здравствуйте, отлично. Квадрокоптер как? Супер, сейчас вас поснимать надо. Передал мне подарок на Новый год. А это свежайшая жеребятина. Представляете, Петр приезжает. Прикинь, я тебе типа миска немножко жеребятинки передам. Встречает, стоит с таким мешком просто. Это просто вот, ребят, спасибо огромное вообще. Это крутой подарок. Здесь есть ребра такие здоровые, это на супец, да, на готовку. И мякоть на строганину. Блин, сейчас достану. Вон. Вот эти кусочки надо распилить. Здесь в Якутии есть такая услуга, как распил. То есть оно хранится у меня на балконе, тут мороз, все нормально. Ну, нужно эти кусочки еще распилить. Вот эта услуга распил. Ну, стоит сколько-то там рублей. Сейчас я пойду на рынок, потому что это близко. Мы с вами находимся возле крестьянского рынка города Якутска. Вот у нас распиловка мяса, такие ларечки. Хочу еще раз показать на просторах. Какой туман. Ну вот, получается, такие вот у меня вот две мякоти, два кусочка и два кусочка ребер. Сейчас вот на этой пиле будем распиливать. Увлекательный процесс, да? 100 рублей всего. Недорого, вообще нормально. Ну, тут, в принципе, мясо-то объем, что мы там за 2 минуты все попилили. Все, теперь буду же ребятинку строгать дома почаще. Но я уже строгаю, потому что мне Илюха с Марианной Языковой подарили тоже до этого же ребятин еще в декабре. Я вот ее сейчас строгаю. То есть у меня как, получается, я почти каждый день прихожу домой, готовлю ужин, и перед ужином я строгаю жеребятину, ем сырое мясо. Потому что оно полезное очень. Там много минералов, витаминов, оно же без термообработки все сохранено. Вот, а сейчас у меня вообще эта жеребятина вот так вот. А еще в такие морозы, смотрите, собачки живут на улице. Иди сюда. Иди сюда. На, угощайся. Держи, держи. Кушай, кушай, малыш. Ну чего ты? Давай, отойду, ладно, не бойся. Ну? Давай, давай. Вот, получается, видите, ну, минус 50 на улице живут собачки. Многие удивляются, как так вообще можно. Значит, у меня шапка из собачьей шкуры, это то, что надо. Ну вот у нас такие вот разные кусочки получились. Я попросил, вот, ну, вот мякоть поделил либо на кубики, либо вот и на стейки, потому что их тоже интересно вот рубить. Сейчас покажу, вот это я уже начал. А такие вот кусочки ребер это на суп, там на что-нибудь, на готовку. То есть есть вот такие вот с хрящами. Здесь хрящи так прикольно жуются. Ну, либо с косточком, вот они такие хрящики. Суп я уже сварил. Щи. Квашеную капусту сюда добавил, как я люблю. Это сейчас я поужинаю. Компот вот у меня тут. Витамины очень полезны. Тут на рынке продают сухофрукты. Я постоянно компоты варю. По бутылкам разливаю и в холодильник. Так, ну давайте построгаем. Строганинку. Сейчас я это лишнее уберу. Тарелку я предварительно подморозил, чтобы мясо сильно не таяло. Чуть-чуть остыло. Так, ну вот, получается, вот такие плоские можно вообще на куски резать. Нож уже подтупился.
Надо вести, точить. Ну, вот так вот кубиками. Так тоже прикольно. Здесь можно его и вот так вот. В общем, как хочешь. Тут, в принципе, никаких правил я не вижу. Ну, не знаю, может, они и есть. Но я себя как бы ничем, никакими условиями не ограничиваю. Как хочу, так и пилю. Начинаешь и вот такие вот штуки срезаешь. Можно тоненькие, на любителя, такие вот плоские. Кстати, вот посмотрим, что вот эти плоские больше понравилось пилить. Как-то с ними удобнее получается. Все, настругали чуть-чуть миска. Это сейчас уберем. Да, кстати, вот здесь у меня еще чир лежит. Но с ним попозже разберемся. Тоже на строганину взял. Это отдельная история. То есть строганину делают из рыбы, из жеребятины, вот из чира. Вроде неплохой такой, свеженький. Тоже сырым буду есть. Строгать. Так, дальше что у нас? Тут все просто. Берем солички и перца. Ну, кто-то перемешивает, я так вот. Маканина это называется. Куда макать. Ну и, собственно. Очень вкусно. Слушайте. Вот так вот прям ее с перчиком, солью, сырую ешь. Причем я заметил, что вот странно, ее если сварить в супе, вот она, такие же кусочки, они уже твердоваты волокна. Хотя я варил ее долго. То есть она мягкая, распадается на волокна, но сами волокна остаются твердыми, их до конца не разжевай. А когда холодное, получается, вот оно сырое, то же самое мясо, оно просто тает во рту. Просто в кашу превращается. Вот это круто. С первых дней я вот так вот приехал, ну почти с первых, сразу мне дали жеребятин домашний и начал его вот так вот щелкать. Вот так вот. Прикольно. В Якутии можно питаться. Кстати, давно я дома не снимал кулинарию. Надо восстанавливать. Как время будет больше, займусь этими тоже идяшками. Ну что, приятного аппетита. Буду ужинать. Пока.